Исянмесис, кадерле дуслат. Ну, пока мы ограничимся приветствием, потому что все остальное в ходе нашего курса мы будем осваивать. Или, может быть, кто-то вспоминать. Но прежде всего давайте все познакомиться. Меня зовут Дмитрий. Вас? Эльза. Скажите, Эльза, а что вас заставило заняться татарским языком? Ну, для меня очень важно свободно разговаривать на родном языке, и очень хотелось бы передать свои знания детям. Это важный аргумент. Каждый человек должен свободно разговаривать на родном языке. Или на двух родных языках. Бывает и так. А вы? Как вас зовут? Меня зовут Кирилл. Мой двоюродный брат, он лингвист. Так. Как-то раз сказал, что он выучил татарский за неделю. Угу. Это было лет, наверное, 10-15 назад. Мне это очень запало, и я решил проверить, можно ли сделать. Вы хотите побить его рекорд? По крайней мере, понять, что это хотя бы возможно. Это достойная задача. Как вас зовут? Меня зовут Альфинур. Как и для Эльзы, для меня татарский язык является родным, но, к сожалению, разговаривать свободно я не могу. И очень хотела бы, в первую очередь, наверное, для своей профессии, потому что я очень часто взаимодействую с татароязычными, скажем так, людьми. А профессия? Я журналист. Приходится как бы выкручиваться, к сожалению. Не хотелось бы. Да, Это коммуникация — это серьезная очень мотивация важно. для изучения языка. Представьтесь. Меня зовут Сергей. Я решил попробовать выучить татарский язык, потому что живу в Татарстане, и мне кажется, выучив язык, я смогу лучше понимать культуру татарского народа. Никому не мешает обзавестись еще одним родным языком. Пожалуйста. Меня зовут Динара, и как многие наши участники проекта, мне бы хотелось тоже знать родной язык лучше. Не только понимать, но и свободно говорить. Достойная цель. Я, Эдуард, хочу достать из подсознания теплые слова бабушек, прабабушек, когда они приглашали на чай и на плюшки. И я думаю, что это во мне есть, и надеюсь на вас, что мы достанем это вместе. Разбудить генетическую память. Это серьезно. Это глубоко. Пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Арина. Для меня это новый вызов. В первую очередь для себя понять, а смогу ли я начать говорить на языке, который не мой родной, не разбудит мою генетическую память, не поможет... А почему вы так думаете? Почему думаю, что не разбудит память? Да. Ну, ближайшие 4 колена, которых я знаю, они все говорили на русском языке. Ну, колен было гораздо больше. Конечно. Наверняка где-то что-то было. А люди, живущие в России, да и вообще в Евразии, настолько все перемешаны, что я думаю, что у любого из нас в генетической памяти найдется какая-то доля тюркской крови и славянской крови. Поэтому каждый язык, который мы осваиваем, на самом деле, по большому счету, мы вспоминаем. Как вас зовут? Да? Что вас привело? Я Дэвид Олиса. Я не знаю, есть ли в моей генетической памяти татары, я не знаю, но скорее нет. Никто не может быть уверен, что в генетической памяти кого-то нет Вдруг разбудится татарского мой элемента. внутренний татар, я не знаю. Да, это новый вызов для меня тоже. Я люблю языки, изучить новые, получить новые знания. Откуда вы родом? Я из Нигерии. Но, возможно, я тоже из Татарстана, я не знаю. Возможно, Нигерия часть Об этом мы узнаем. Изучение любого языка – это достаточно большой вызов. Особенно в такие ограниченные сроки, которые имеются в нашем распоряжении. Татарский язык не из самых простых, но, с другой стороны, и не из самых сложных. Есть такое предубеждение у каждого человека, который начинает изучать новый язык, что носители этого языка специально создали себе что-то такое громоздкое, трудное, назло людям, которые этот язык собираются учить. Но если начинаешь докапываться, понимаешь, что в каждом языке есть абсолютно железная логика. Любые языковые явления, формы слов, структура речи, все это абсолютно оправдано, имеет какие-то исторические корни.
И на самом деле наша задача проникнуть вглубь. Не просто выучить какие-то слова. Изучать слова – это еще не значит изучать язык. Можно знать очень много слов, но не уметь говорить на языке. У меня глубокое убеждение, что для того, чтобы язык перестал быть чужим, а именно это наша задача, надо понять его матрицу, его структуру, его логику. Ведь все мы, когда были маленькими детьми и начали говорить на нашем первом языке, каким бы он ни был, мы знали не очень много слов, мы знали не очень много грамматических форм. Но в какой-то момент что-то произошло, и мы стали говорить свободно, с удовольствием. Не всегда правильно, даже чаще всего неправильно. Но мы преодолели определенный барьер. Когда мы начинаем изучать язык, либо новый, либо тот, который нами давно забыт, мы определенным образом рождаемся в новом мире. Мы такие же дети. И наша задача не выучить очень много слов, а преодолеть этот барьер, почувствовать логику. Я называю это языковой матрицей. Когда включается матрица языка, то количество слов, какие-то грамматические нюансы, это все приходит. Это начинает притягиваться как к магниту. Задача на первом этапе – научиться эти слова комбинировать, даже если их не очень много. Самое главное – это почувствовать вкус языка. Ну, все вы живете в Татарстане, поэтому что-то о вкусе татарского языка вы уже знаете. Но мы должны, конечно, да, и татарская кухня, и татарская музыка, татарская природа, все это тоже определенные аспекты языка. И обо всем этом надо помнить, когда мы занимаемся формальными структурами языка. Слов может быть очень много, тысячи и тысячи. Но самая главная часть речи в любом языке – это слова, означающие действия. По-научному их называют глаголы. Буквально пара сотен глаголов покрывает большую часть, основной массив разговорной речи в любом языке, в татарском в том числе. Поэтому первое, что мы с вами освоим, это каким образом работает татарский глагол. В отличие от многих других языков, в татарском языке достаточно четкие, понятные правила функционирования глаголов. То есть все, кто изучал какие-то другие языки, английский, французский, да и русский тоже, мы сталкиваемся с огромным количеством исключений. В татарском языке их очень мало. То есть есть несколько базовых форм, базовых правил, используя которые мы фактически владеем искусством спряжения татарского глагола. Посмотрим, как он работает. Каждый глагол начинает работать в сочетании с другими словами. В первую очередь с местоимением. Местоимение – это слово, которое указывает на лицо, которое производит данное действие. Я, ты, он, она и так далее. Причем в татарском языке есть некий бонус для изучающих. По-русски мы говорим «я», «ты», «он», «она», а по-татарски третье лицо единственного числа, то есть «он», «она» – это одно слово. То есть уже какое-то облегчение. Мин – я. Син – ты. Ул – он или она. Все лица, о которых мы говорим в третьем лице. Без – мы. Сез – вы. Олар – они. Некоторые звуки достаточно похожи на свои аналоги в русском языке. Некоторые имеют свои отличия, свою специфику. Ну, например, такие звуки, которые мы обозначаем буквой «е», произносятся более коротко. То есть не без, как мы это делаем по-русски, а без «сес». «А» – это не русское «а», Москва, Казань.
это более глубокое. Олар. Возьмем типичный глагол. Ну, раз уж я что-то пишу на доске, я возьму прямо глагол «писать». Я пишу «мин йозам». Ты пишешь «син йозасан». То, что где мы используем букву «ы» в русском языке, это «ы». В татарском это очень короткое «э». Йозасан. Йозасан. И во втором лице единственного числа, то есть ты делаешь, звук «н». Если кто изучал английский язык, он вам знаком. Йозасан. Он пишет или она пишет «ул йоза». Без йозабес. Сез йозасес. Олар йозалар. Мин йозам, син йозасын, ул йоза, без йозабес, сез йозасес, олар йозалар. Это довольно типичная форма спряжения глагола. Возьмем, да, кстати, каким образом изменяется, спрягается глагол, мы понимаем по форме, которая используется в повелительном наклонении. То есть, когда мы говорим «делай что-то». Пиши. Йоз. То есть, соответственно, мы видим, что какие окончания добавляются в такой форме. А если мы возьмем такой глагол «all», это значит «бери». А все остальное очень похоже на то, каким образом спрягается глагол «писать». «All». Кто желает попробовать? Я думаю, что мин алам, син аласын, ул ала. Да, только немножко вот это не «алла», а «алла». Алла, алла, без алабас, сез аласыз, алар, алалар, видимо. Алар, да. Алалар, да. Угу. Вот. А почему нам важна форма повелительного наклонения? Именно она дает нам понять, по какому из 4 возможных вариантов спрягается весь глагол. Неопределенная форма, аналог которой тоже есть, он не дает нам этого понять. Поэтому для начала мы будем пользоваться именно формой повелительного наклонения. Так, ну давайте, например, ярат. Что это означает? Любить. Люби. А как он проспрягается? Пожалуйста. Мин яратам, син яратасын, ул ярата, без яратабес, сез яратасыз, алар яраталар. Да. Только вот это я буду рассказывать, как избегать русского акцента в татарском языке. То есть немножко внимания яратам, да, такое более задний звук. Я думаю, что настоящий татарин русского точно опознает вот по этому звуку «а». Да? Дальше. Возьмем еще один глагол. «Онет». Что это означает? Забудь. Забудь. Пожалуйста, Динара. Минь онутам, син онутасın, siz онутасыз, олар онуталар. Угу. Отлично. Вот. И таких глаголов довольно много. Но иногда мы встречаемся с глаголами, повелительная форма которых, то есть когда мы говорим «делай что-то», заканчивается не на согласный звук, а на гласный. Причем вы, наверное, наверняка слышали про такой закон сингармонизма, который присутствует и в татарском, и во всех тюркских языках. Это разделение всех звуков и, соответственно, слов, из которых они состоят, на твердые и мягкие.
То есть если в слове уж пошли твердые звуки, так они твердые и будут. Или наоборот, мягкие. Пока мы занимаемся твердыми. И в твердом, и в мягком варианте есть две разновидности. Те, которые заканчиваются в повелительном наклонении на согласный звук, и те, которые заканчиваются на гласный звук. Сейчас мы посмотрим, как они работают. Ну вот, например, сойла. Что это значит? Выбирать. То есть выбирай. Мы видим, что повелительная форма заканчивается на гласный звук сойла. Соответственно, здесь находим другой вариант спряжения. Сойлейм. Сойлейсон. Ты выбираешь. Сойлей. Ул сойлей. Он выбирает. Или она выбирает. Сойлейбес. Мы выбираем. Сойлейсес. Вы выбираете. И сойлейлар. Они выбирают. То есть мы видим, что по сравнению с первым вариантом у нас возникает другая форма. Но на самом деле мы видим, что сами окончания, они не сильно-то и поменялись. Просто то, что в повелительной форме слово заканчивается на гласный звук, и, соответственно, букву, дает нам вот этот второй вариант спряжения. Попробуем проспрягать аналогичный глагол. Ну, например, сокла. Что такое сокла? Это значит защищать или хранить. Храни, защищай, береги. Дэвид, попробуем. То есть мы вместо этой буквы подставляем вот такие окончания. Саклин, Угу. саклисын, сайлы, саклы, Угу. саклыбыс, Угу. саклысыс, Угу. саклылар. Да. То есть это еще один вариант. Вот почему нас в первую очередь, чтобы понять, как изменяется этот глагол, как спрягается, нас интересует именно форма повелительного наклонения. В каждом языке есть много разных форм. Основная форма спряжения глагола всегда самое важное, с чего надо начинать. Потому что о чем бы мы ни говорили, мы спрягаем глагол, мы говорим о каком-то действии. И это первое, что должно быть доведено до автоматизма. То есть, когда мы начинаем говорить, мы не должны об этом задумываться. И это первое задание для вас, для всех, чтобы мы могли глаголы по одной форме разворачивать всю форму спряжения в этом времени. Это время настоящее, хотя в разговорной речи оно используется и при разговоре о будущих событиях, и называется оно даже «настоящее будущее время». На этом мы заканчиваем наш первый урок. Сау балыгыс. Сау балыгыс.